Чащидалек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Сострадание ведет к душевному спокойствию и физическому благополучию. Его святейшество Далай-лама. Его святейшество Далай-лама и Центральная тибетская администрация поздравили архиепископа Туту с присуждением ему премии Global Treasure Award в области прав человека. Офис его святейшества Далай-ламы обновил свой веб-сайт. Введены жесткие ограничения на празднование религиозного фестиваля в Лхасе. Скотт Перри призвал президента Трампа признать независимый статус Тибета. Посольство США в Лондоне организовало дискуссию по правам человека в Синьцзяне, Гонконге и Тибете. Представитель Тело Ринпоче выступил на заседании круглого стола «Диалог религий в современном мире». Парламентарии Франции торжественно отметили День Нобелевской премии мира. Протесты тибетцев против репрессивной политики Китая в 72-ю годовщину Международного дня прав человека. Во вторник на прошлой неделе в ходе мероприятия в рамках TechFest IIT, ежегодного фестиваля науки и технологий Индийского технологического института в Бомбее, его святейшество Далай-лама говорил о взаимосвязи между физическим и психическим благополучием, особо отметив, что ненасилие и сострадание приводят к душевному спокойствию, которое, в свою очередь, приносит чувство физического благополучия, и добавил, что эгоизм влечет за собой проблему, однако с ним можно бороться, культивируя в себе альтруизм. Now, India, over 1,000 years, the concept of ahimsa, concept of karuna, you see, in this country, you see, these two very important also the concept develop. The concept of secular, some sort of also the philosophical things or logical things which mentioned in Buddhist text, you should consider academic subject rather than just you say, oh, this is part of Buddhism or taught by Buddha, we must accept. Not that way. So therefore, you see, the India's concept, the secular way. So consider all these subject as an academic subject, not religious subject. So religion, individual matter. But these knowledge. В заключение его святейшество сказал, что с нетерпением ждет ослабления ограничений, связанных с пандемией, когда он сможет посетить разные города и обсудить с индийскими педагогами способы совмещения идей древнеиндийской мысли с современным образованием. Его святейшество Далай-лама поздравил архиепископа Десмонда Туту с присуждением ему премии Global Treasure Award в области прав человека. Вспоминая их давнишнюю дружбу и духовную связь, его святейшество Далай-лама высоко оценил приверженность архиепископа Туту служению человечеству. Bishop Tutu, my long time was a trusted, respected friend. And of course, the senior spiritual leader. So, these are positive words. In a way, this old person is quite funny. So because of that, we become a very, very close friend. Президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге и спикер тибетского парламента в изгнании Пема Джунгне также поздравили архиепископа Десмонда Туту с вручением ему этой премии.
10 декабря в рамках ежегодного празднования Дня прав человека организации Article 3.org удостоила архиепископа Десмонда Туту награды Global Treasure Award в области прав человека за его неизменную приверженность делу мира, справедливости, равенства и прав человека. В прошлую среду офис Его Святейшества Далай-ламы XIV запустил свой обновленный тибетский веб-сайт gyalvarinpoche.com с новыми функциями, включая улучшенные инструменты поиска и загружаемые публикации. Обновленный сайт офиса обеспечивает удобный просмотр, а также расширяет доступ к информации, связанной с учениями Его Святейшества, и графику предстоящих учений и другой информации. На прошлой неделе тибетские буддисты всего мира отметили праздник Гаден Гамчо, праздник лампад, крупный ежегодный религиозный фестиваль. В Лхасе, особенно в районе храма Цулакан и улицы Баркор, тибетцы наблюдали в этот день необычное скопление сотрудников полиции, наблюдавших за ходом празднований. В 2 коротких видеосюжетах, один из которых снят перед храмом Цулакан, а другой на улице Баркор, видны полицейские, выстроившиеся в ряд по обеим сторонам улицы и внимательно наблюдающие за группой тибетцев, обходящих святые места. В сюжете о праздновании у храма Цулакан хорошо виден летящий полицейский дрон, следящий за религиозной процессией. Кроме этих 2 видеосюжетов, никаких других сообщений об этом празднике нет из-за строгой цензуры китайских властей. Представитель Соединенных Штатов Скотт Перри направил президенту Дональду Трампу письмо, в котором призвал его и Соединенные Штаты признать Тибет в качестве независимой страны. В письме от 16 декабря 2020 года представитель Перри высоко оценил инициативу президента Трампа, направленную на выявление мошеннического поведения Коммунистической партии Китая, и указал на статус Тибета как оккупированной страны, статус, который был признан прошлым законодательством США. Представитель Перри призвал господина Трампа использовать свое высокое положение как президента США для обеспечения более светлого и независимого будущего для миллионов тибетцев. В честь Всемирного дня прав человека посольство США в Лондоне организовало виртуальный круглый стол «Взгляд на права человека в Синьцзяне, Гонконге и Тибете. Сравнительный обзор». Представитель господин Сунам Циринг Фрази, офис Тибета в Лондоне, отметил, что понимание того, что Коммунистическая партия Китая нарушает и отрицает всеобщие основные права человека в Тибете, исходит из незаконной оккупации ею Тибета. В дискуссии приняли участие Рахима Махмуд, директор проекта от Великобритании на Всемирном уйгурском конгрессе, и советник Межпарламентского альянса по Китаю, а также Натан Ло, активист движения за демократию из Гонконга. Во вторник почетный представитель Тело Тулку Ринпоче выступил с презентацией на тему «Международная гармония и согласие в современном мире» на онлайн-конференции круглого стола «Диалог религии в современном мире», организованном Дипломатической академией Министерства иностранных дел Российской Федерации совместно с Институтом академических исследований восточного христианства при Теологическом факультете университета в Рие, Амстердам, и Российским православным университетом Святого Иоанна Богослова. К участию в конференции были приглашены представители различных религиозных традиций. От имени буддистов выступил Ринпоче. В своем выступлении он повторил высказывание Его Святейшества Далай-ламы о том, что все религиозные традиции, несмотря на их философские различия, стремятся передать единое послание – послание любви, доброты и сострадания. Тибетская община во Франции организовала грандиозное виртуальное празднование 31-й годовщины присуждения Нобелевской премии мира Его Святейшеству Далай-ламе, в котором приняли участие группа видных экспертов, а также президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге, спикер тибетского парламента в изгнании Пема Джунгны, представитель Траши Пунцок, достопочтенный Мэттью Рикар, президент группы поддержки Тибета в Национальном собрании Франции госпожа Элизабет Тутю Пикар, заместитель мэра Парижа господин Жан-Люк Ромеро Мишель, достопочтенный Дакпо Ринпоче и президент группы поддержки Тибета в Сенате Франции мадам Жаклин Юсташ Брини.
прошлый четверг, в 72-ю годовщину Международного дня прав человека, члены тибетского сообщества в Европе, несмотря на морозную погоду и пандемию COVID-19, провели массовые акции протеста против продолжающихся репрессий Китая в Тибете. В Австрии толпа протестующих, среди которой были и представители уйгурской общины, собралась перед посольством Китая с тибетскими национальными флагами и плакатами. Протестующие выкрикивали лозунги, направленные против тоталитарного режима Китая, и призывали Китай соблюдать международные обязательства в области прав человека. В Берне, столице Швейцарии, Общество защиты людей, находящихся под угрозой, также организовало массовый протест, в котором приняли участие тибетцы, уйгуры, гонконгцы и представители различных организаций. В Германии члены политической молодежной организации «Молодые либералы» организовали акцию протеста перед Свободным университетом Берлина, направленную против китайского влияния на академическую свободу посредством институтов Конфуция. К собравшимся обратились члены парламента Германии Гайда Йенсен и Йенс Бранденбург, которые решительно осудили экспансионистскую программу Китая и проникновение ее в академические учреждения. Отдельная акция протеста против Китая прошла и перед посольством Китая. Члены тибетского сообщества Швейцарии и Лихтенштейна собрались перед зданием Организации Объединенных Наций в Женеве, чтобы выразить свой протест против продолжающегося ухудшения ситуации с правами человека в Тибете. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч!